Добрый день, уважаемые телезрители, мира вам и милости Всевышнего Аллаха. В эфире передача о главном, и я ее ведущая Аза Магомадова. Живописная природа, чистый воздух, древние памятники, архитектуры и гостеприимный народ. По словам туристов, Чеченская Республика является самым привлекательнейшим маршрутом России. Ну а более подробно о туристском потенциале мы поговорим сегодня с нашей гостьей, с ведущим специалистом Чеченской Республики по туризму Дагмарой Исаковой. Дагмара, добрый день, я вас приветствую. Дагмара, расскажите на сегодняшний день, насколько развит туризм Чеченской Республики? Люди, которые приезжают к нам, задают такой же вопрос. Я всегда им говорю, что не стоит забывать о том, что буквально там десяток лет назад у нас республика пребывала в таких вот условиях поствоенных. И говорить о том, что туризм в принципе появится в каком-то его проявлении в республике, было практически как-то за гранью фантастики. На сегодняшний день, благодаря руководству республики в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, с 2013 года стал функционировать комитет правительства Чеченской Республики по туризму. Позже, год назад, он был реорганизован, и таким образом сейчас ведет свою деятельность Министерство Чеченской Республики по туризму. Проделана колоссальная работа, а на самом деле, если брать по большому счету, это выставки, это участие в мероприятиях, это рекламные туры, это блог-туры, организация различных промо-акций с целью привлечь внимание и показать всему миру, что Чеченская Республика давно уже такой динамично развивающийся регион, что мы на такой мировой карте туризма давно уже не красная зона, то есть у нас есть все условия для приема, размещения, оказания самых таких условий и услуг на высочайшем уровне. И благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову сейчас в республике созданы максимальные условия для развития туризма. И, конечно, если брать по 10-бальной шкале, сегодня, наверное, 8 баллов, потому что вот эти 2 балла – это та цифра, которой нам не хватает, чтобы в год вот 1 миллион человек, то есть у нас сейчас стоит такая конкретная задача, мы держим курс к этой цели, и вот как только мы свой 1 миллион туристов в год приведем в республику, у нас будет уже такая вот галочка, как говорится, сделана. Поэтому работа продолжается, я думаю, что результат не заставит себя ждать. Дагмара, какие услуги входят в турпоездку? Встречаете, размещаете, сопровождаете? В понятие туризм входят самые разные такие вот услуги, то есть есть определенный туристский пакет, куда включен весь спектр услуг, то есть это по запросу клиента. Туда может входить полный пансион питания, размещение, это оказание экскурсионных услуг, услуг трансфера. И для того, чтобы у гостей республики была возможность получить исчерпывающую информацию обо всем об этом, в 2014 году в подведомстве тогда еще у председателя правительства, именно у комитета правительства появилась подведомственная организация. Это такое подразделение, первый национальный туроператор. Визит Чечня работает под брендом Визит Чечня. И с его появлением, то есть заработал единый колл-центр, заработал электронный адрес, поступали заявки. И таким образом, если говорить в принципе однозначно, очень сложно сказать. И если поступает, допустим, запрос на оказание такого полного спектра услуг, там полный пакет, скажем так, назовем его, конечно, у нас есть все возможности оказать такие вот услуги. Бывает иной раз так, что человек пытается получить вот эту консультацию, потому что в первую очередь работа туристско-информационного центра – это оказание бесплатной консультативной помощи. Человек прибегает к помощи бронирования места размещения, поскольку при бронировании через национального туроператора, соответственно, человек получает свою скидку. Это всегда интересно и привлекательно. Бывает так, что встреча в аэропорту, то есть трансфер, как его называют в туризме, для нас очень лестно, и, конечно, всегда мы вот буквально для нас это, наверное, самый высокий комплимент, когда просят оказать услуги таким вот VIP-клиентам. То есть люди, которые повидали очень много, которым есть с чем сравнить и что сравнить, и они звонят и просят оказать такие вот услуги. Ну, их называют в мире туризма 7 звезд. Хотя классификация отелей, она вот в мировой классификации только 5 звезд, но иной раз, если это прям такая VIP-заявка, она звучит 7 звезд. И самое приятное, что у нас никогда не возникало проблем по ее реализации. Поэтому, да, услуги, они самые разнообразные, и мы готовы оказать любую из них.
В первую очередь, поскольку первый национальный туроператор, именно он имеется в виду в реестре туроператоров Ростуризма, и он имеет страховую покрывающую часть, это очень важно для солидного и человека знающего, то есть для бывалого туриста, и встреча в аэропорту, формирование его заявки, причем люди планируют свой отдых, как мы знаем, задолго до такого свободного времени. Формируется заявка, она поступает на электронный адрес, менеджеры тут же ее обрабатывают, отвечают на такие вот важные для клиента вопросы, и туда входит условно встреча в аэропорту, размещение в гостинице, обзорная экскурсия по Грозному, город Феникс буквально, то есть без этого не обходится ни одна заявка. И в зависимости от того, на сколько дней гость планирует свое пребывание в республике, он посещает, безусловно, у нас есть такие вот, выделены такой топ направлений. Это наше озеро Кизиной Ам, это Аргунское ущелье, безусловно, это шикарный Биной, и это и Галанчожское направление, как мы с вами знаем, вот 2019 год главой республики объявлен годом Галанчожского района, и да, у нас существуют и джип-туры, безусловно, для любителей экстрима это, наверное, сложно чем-то его заменить, ну и, конечно же, знакомство с чеченской культурой, безусловно, без таких вот аутентичных вечеров и лезгинки национальной кухни, вечер чеченской культуры у костра, мы вот стараемся активно, чтобы люди не только увидели, чтобы они еще и почувствовали вот этот дух, попробовали национальную кухню и возможно, станцевали свою первую лезгинку. И, как они сами говорят, я уже немножко очеченился. То есть люди, уже покидая в аэропорту или там на вокзале нашу республику, они уезжают с абсолютной уверенностью, что вернутся еще. И самое, наверное, здоровское в этом деле, что они обязательно действительно возвращаются. Если сравнить за предыдущие годы поток туристов, насколько увеличился? Можете привести цифры? Да, безусловно, динамика положительная, то есть с каждым годом те мероприятия, которые проводит Министерство по туризму, те выставки, фестивали и так далее, они не остаются, то есть как бы безответными, то есть вот этот, как говорится в современном языке, вот этот фидбэк, он присутствует по сравнению с аналогичным годом прошлого года, то есть аналогичным периодом, в среднем поток туристов-экскурсантов, он возрос на 3%, и начиная вот за это полугодие 2019 года более 30 тысяч человек нас посетило, и для сравнения в прошлом году эта цифра была чуть меньше, то есть она достигала 27 тысяч человек. Иностранцев в этой такой вот статистике тоже определенная доля, поскольку именно жители Западной Европы проявляют к нам очень высокий интерес, жители из-за океана, то есть Америка тоже сейчас вот активно к нам подключается, и, конечно же, это Ближний Восток. То есть в среднем, наверное, вы знаете статистику, что Чеченская Республика, она получила вот эти свои звезды, 4 звезды по именно статистике приезжающих к нам из-за границы. То есть это, конечно, для нас большой плюс, и это далеко не предел. То есть приезжают туристы с разных стран? Да, абсолютно. География самая разнообразная. Если для начала, вот в 2014 году, как только мы начинали нашу деятельность, то есть подведомственное подразделение начинало прием вот людей официально, конечно, немножко люди скептически относились к этому, говорили, вот на Путина открылся туристско-информационный центр, некоторые так вот были настроены, да, кого вы будете консультировать, кому это надо. Но время показало, что есть кого консультировать, у нас действительно заявки поступают самые разные, с разных уголков света, причем и когда мы видим заявку именно на иностранном языке, на почте, когда пишут в социальных сетях, безусловно, это очень приятно. И мы стараемся реагировать мгновенно, чтобы гость понимал, что каждый из них нам очень важен. Ну, проспект Путина, наша площадь переполнена туристами. На самом деле, в выходные дни выйдешь, ты видишь, как их много. Да, совершенно верно. Какие впечатления бывают у туристов? Нам удалось разрушить стереотип, что Чеченская Республика самый такой разрушенный и опасный регион. Вот этот стереотип, мы его называем такой лохматый стереотип, это такие пережитки настолько прошлого, что я скажу, да, мы его ломаем, причем делаем это очень хорошо. И
человек, который приезжает в Грозный с другого конца России, просто, чтобы вот эти 3 часа увидеть восстановленный Грозный, они высаживаются у одного из объектов в начале своей программы. Они немножко настороженно осматриваются по сторонам. Их встречает гид, он представляется, говорит о том, что вот именно от имени руководства республики я вас приветствую в Чеченской Республике. И вы знаете, наверное, ни с чем не сравнимое вот это ощущение, состояние, когда ты их провожаешь спустя 3-4 часа, и они подходят, каждый из этих 50 человек, говорят, что вы знаете, что действительно к своему стыду я был немножко другого мнения, еще сомневался, ехать или не ехать. Но сейчас я абсолютно уверен и вижу, что Чеченская Республика — это такой вот спокойный, развивающийся регион, что здесь невероятно гостеприимные, улыбчивые, отзывчивые люди, что здесь не страшно пройтись по проспекту, не страшно попросить помощи. Эти люди успевают понять в течение этих нескольких часов, что если человек, буквально, не знаю, если человеку плохо на улице, никто не пройдет мимо. И вот буквально на днях я услышала такую потрясающую фразу, наверное, и она меня настолько зацепила, и я поняла, что насколько прав этот человек. Он сказал такую вещь, что говорит: а вы знаете, говорит, состояние дел в России сейчас таково, что буквально через несколько лет я убежден, что Кавказ будет спасать Россию. Потому что вот эти ценности, уважение к старшим, забота о детстве, о юности, уважительное отношение друг к другу, коллективная форма ответственности, не бросать своих. Этого очень мало сейчас. И здесь, конечно, они имеют возможность все это видеть, лицезреть. И, конечно, мы приводим такую статистику, говорим о том, что чеченский народ никогда не ходил с протянутой рукой, и какие бы обстоятельства и не происходили в жизни, что это такой народ, который всегда с такой вот головой выходили из любой ситуации. И поэтому вот это уважение к нашему народу, к нашему руководству. У нас, наверное, я не побоюсь этого слова, в любом российском городе есть фан-клуб Рамзана Ахматовича Кадырова. Сюда приезжают молодые люди, которые просто, не знаю, визжат от восторга. Они говорят, что это, не знаю, такое удовольствие дышать хотя бы одним воздухом с этим человеком. Дагмара, как они относятся к нашему менталитету, обычаям и традициям? Но это, наверное, все-таки отдельная тема, потому что очень много вопросов люди задают. Люди наслышаны о чеченцах, о Чечне. И в первую очередь любая культура — это люди, мы это понимаем, это обычаи, традиции. И, конечно, обычаи у нас, все у нас такие обычаи, которые являются примером для каждого человека в современности, это особо актуально. И, конечно, вот эти обычаи, они им безумно интересны тоже. Спрашивают о свадебных обычаях. У меня был такой случай, когда мы шли на маршруте, это была суббота, проезжал свадебный кортеж, и люди стали расспрашивать, задавать вопросы. Ну и я рассказала, что невестка, приходя в дом, в новую семью, не называет по имени свекровь, родственников. Если она родом из другого села, из уважения ко всем жителям этого села, она дает практически всем соседям какие-то прозвища, ну или минимум не называет их по именам. И, конечно, люди на какое-то время они притихли. А потом стали потихонечку, видимо, рассуждать и говорить, что это настолько красивый обычай. И в современности, вот когда люди элементарно вот такого отношения друг к другу, да, уважения там в семье, обращения к старшим, вот настолько сейчас современный мир утратил это, и спрашивали, насколько это сейчас вот реально, да, то есть есть такие писанные обычаи, а есть те, которые по факту соблюдаются. И насколько было их удивление, я бы сказала даже потрясение, когда я сказала вдобавок ко всему вышесказанному, что в присутствии старших ни отец, ни мать не берут своих детей на руки, то есть с ними не возятся, потому что когда старшие рядом, все внимание должно быть обращено к ним. И вы не поверите, прозвучали аплодисменты. Ну, было, наверное, и удивление. Это было удивление и вот какой-то немножко ступор для них, и через какие-то минуты вот цветочный парк, он просто наполнился аплодисментами. Они сказали, что это что-то потрясающее, если у вас до сих пор эти традиции незыблемы.
И больше всего, наверное, архитектура, это, да, безусловно, город, республика у нас возрождены, то есть до неузнаваемости. Объекты, цифры — это все здорово, но вот обычаи нашего народа, которые с каждым днем настолько бесценны, потому что, как мы с вами уже сказали, в современности все эти обычаи, они уходят на нет. Как бы это ни было печально, с каждым годом растет число детских домов, домов для престарелых, людей без определенного места жительства. И наши таксисты не берут денег с гостей. Представляете, если садится турист в такси, таксист не берет с них денег. То есть в Грозном вот такая вот традиция. У нас настолько гостеприимный народ, я думаю, что мы скорее цепляем своим менталитетом, но и архитектура, она, конечно же, в этом тоже помогает. Как часто туристы возвращаются к нам обратно? Вообще это наша любимая тема, потому что с момента вот начала работы, вот профильное ведомство, мы стали для себя отслеживать такую определенную статистику. После каждого мероприятия проведенного, после каждого участия в международных выставках в Российской Федерации, мы ожидали ожидается такой вот каждый раз поток какой-то, чтобы отслеживать, насколько это участие было для нас полезным. И за все эти годы, практически за 5 лет, у нас есть абсолютно четкая именно статистика, что за каждым человеком, который посетил нашу республику, обязательно приезжает как минимум еще 4. То есть вот это сарафанное радио, назовем его так, оно работает лучше всякой рекламы. То есть когда человек побывал, потом вернулся и рассказал, что да, ребят, это потрясающий регион, там такие люди, вы в другом месте нигде такое не увидите. И вот эти слова, они дорогого стоят, и, конечно, люди говорят, а у меня здесь был там знакомый, коллега, он посоветовал, я бы хотел посетить. То есть однозначно, как минимум 4 человека за собой к нам ведет наш бывший гость. Но про то, что он сам возвращается, это, конечно, уже отдельная тема. Также я знаю, что многие туристы восхищаются чистотой нашего Безусловно, города. да. И звучат очень много вопросов, они спрашивают, у вас настолько чисто, как вам это удается? Но в первую очередь я говорю о том, что из-под палки невозможно заставить кого-то что-то делать. И в первую очередь, как говорится в Священном Коране, чистота — это половина веры. И это идет от самих людей. Как в 300-тысячном Грозном возможно содержать все в такой чистоте в целом в республике, если сам народ к этому не стремится? Ну и, безусловно, люди прекрасно понимают, что, конечно же, в этом и заслуга руководства республики, который создает все условия для того, чтобы у людей было и соответствующее настроение, роскошное качество дорог. Этого нельзя не отдать должное, потому что люди это замечают сразу. То есть, заезжая на территорию нашей республики с разных регионов, причем едет поток экскурсионных автобусов, люди замечают, что у нас роскошные дороги. Таких дорог нет даже в центральной части России. И, безусловно, именно они себе ставят тайминг, что ага, в Грозном я буду, наверное, часа через 4, а по сути доезжают буквально за 1,5-2 часа. И они говорят, у вас такие дороги, мы так быстро доехали. И, конечно, все-таки гордость в этот момент зашкаливает точно. Дагмар, реализуются какие-либо новые проекты? Безусловно, да, проектов очень много идей, планов у руководства Минтуризма. Вот в кабинете у министра Муслима Батырхановича весь календарь на год, он такой огромный календарь, и он вдоль и поперек исписан красным маркером. То есть планов и различных и проектов, и мероприятий, планов, их очень много. И вы, наверное, заметили, что у нас постоянно, что не выходные, какие-то выезды, организация пешеходных маршрутов, такие поездки. То есть и сам Муслим Батырханович является таким примером активного отдыха, сам выезжает в самые такие отдаленные участки республики, находит новые маршруты, хотя обычно министр этим не должен заниматься, но он сам предлагает, ребят, говорит, нашел такие места, обязательно надо нам включить в наш реестр. Ну и, конечно, с его легкой руки такая работа у нас ведется. Дагмар, а бывало так, что приехали, увидели и не захотели уезжать? Конечно, бывает. Очень часто. Причем в моей практике 3 таких случая. И был такой момент, когда просто приехали на экскурсию, она прошла, 4 часа мы отработали. Самые такие, знаете, наверное, душевные моменты, они происходят у мечети.
Это происходит очень часто, и я вот за эти 6 лет своей деятельности много раз становилась свидетелем такой картины, когда человек просто не мог сдержать слезы. То есть он не имеет никакого отношения пока к исламу, но когда звучит азан, любой экскурсовод, он останавливает свой рассказ и говорит, что ровно 2 минуты, пока вот звучит азан, я умолкаю. И у человека просто текут слезы. На вопрос, что с вами, вам плохо, человек отвечает, что я не могу объяснить, я в себя не помещаюсь. И в этом случае мы не задаем лишних вопросов, мы понимаем, что происходит, конечно, мы это знаем. А человек отходит в сторонку, он вытирает слезы, пытается прийти в себя, то есть объяснить, дать себе самому какое-то объяснение происходящему, почему вот такая реакция внутри него. И потом проходит в мечеть, они понимают, какая там энергетика, безусловно, задают вопросы, почему нет изображений, почему нет образов. Наши гиды дают исчерпывающую информацию, рассказывают. Если, допустим, возникают какие-то более углубленные вопросы, требующие такого вот глубокого знания ислама, священного Корана, на помощь всегда приходят имамы нашей мечети. Они могут ответить на самый такой сложный, так казалось бы, вопрос. И, безусловно, из этой мечети выходит уже немножко другой человек. То есть он немножко... Такое ощущение, что он не со мной, он меня не слышит, и он немножко такой вот как бы, он в раздумьях, причем в очень глубоких. И подходит и говорит о том, что я никогда не был в мечети, но вот я не могу объяснить, что это было, я не хочу отсюда уходить. Люди, которые приезжали в нашу республику и переехали, вот у меня в практике 3 такие истории, причем 2 из этих историй — это не просто люди, которые переехали, это люди, которые позвонили мне в определенный день. И немножко отступлюсь и скажу, что те люди, которые приезжают к нам в республику, мы так или иначе потом поддерживаем связь, то есть мы списываемся, они просят рассказать о каких-то ближайших мероприятиях, то есть мы на связи. И 2 эти истории, они закончились тем, что обе мои потом уже ставшие подругами девушки позвонили в определенное утро и сказали, что Дагмар, я в Грозном, я приехала с одной целью, я хочу прийти в ислам. Так завершилась буквально вот недавняя история. Она говорит о том, что я уезжаю из Грозного, причем эти люди до прихода в ислам, они многократно потом уже еще посещали Грозный, проверяли, насколько вот такие подлинные у них ощущения. Ну что поспособствовало, как они вот выразились? Они сами не могут объяснить. Они говорят, что вот они потом были в своих таких вот местах, да, религиозных, ходили и туда, пытались все-таки, раз эти люди как бы немножко другого были вероисповедания, немножко, наверное, сослаться на то, что были уставшие, поэтому и расплакались, или какое-то душевное состояние, но и перепроверяя себя, они приезжали еще несколько раз просто в качестве таких вот простых туристов. И каждый раз понимали, что все-таки так, как в мечети, они себя не чувствуют нигде. Да, они задавали очень много вопросов, то есть спрашивали, звонили, писали. Если, когда они звонят, я не могла ответить, подойти к телефону, я объясняла, что было время намаза, я не могла ответить. И они всегда удивлялись, вы вот так вот всегда каждый раз молитесь в нужный момент. То есть это настолько вот прям обязательно, настолько вот вы верующие. Я объясняла, что все мы рождены для того, чтобы вот служить Всевышнему Аллаху, и что в судный день, неотвратимое наступление судного дня, то есть посвящать их в такие вот основы ислама, безусловно, и старалась это делать, тем более понимая, что они проявляют такой неподдельный интерес. И, конечно, позже Настя стала Аминой, вот, еще одна знакомая Оля стала Айшей. И еще вот есть один молодой человек, Роман, он стал Рамзаном. И причем они не просто пришли в ислам, они сказали, что хотят прийти в ислам именно в Грозном и именно на территории нашего исламского центра, именно в нашем муфтияте. Настолько вот вообще религия, как мы знаем, она занимает очень такую самую главную роль в нашей жизни, и для других регионов это тоже не секрет, потому что, как мы знаем, в Российской Федерации, вот многоконфессиональное государство, очень много республик как бы исповедует ислам, вот, это более 20 миллионов человек, и когда поступают
на просьбы дать консультацию, провести вебинар по, вот, как я уже рассказывала, внедрению, допустим, в гостиничной сети программы «Халяль Френдли». Это для комфортного проживания мусульман в местах размещения. И именно Свердловская область обратилась к руководству нашего министерства с просьбой оказать помощь во внедрении этой программы. И когда я поинтересовалась, говорю, почему именно нас вы выбрали в качестве спикеров этого вебинара, они ответили, что именно ваша республика славет такой славой, что правильный ислам в таком виде, в каком он именно проповедовал пророк Мухаммад, да возвысит Аллах его святость, он только у вас. И мы хотим, чтобы исключительно вы были нашими помощниками. Я думаю, что это говорит о многом. И, Дагмар, что вы можете пожелать тем потенциальным туристам, которые планируют свой отдых в нашу республику? Ну, я в первую очередь им хотел бы сказать, что немножко даже завидуем белой завистью, потому что им предстоит увидеть такую красоту, нетронутую, такую антропогенным воздействием. Им предстоит знакомство с потрясающим народом, который во всех сложных ситуациях, а он повидал очень много, всегда выходил достойно. Им предстоит путешествие на землю героев, где никогда не бросают своих и всегда протянут руку помощи. Им предстоит путешествие в республику, которая является самым динамично развивающимся регионом Российской Федерации. Поэтому сомневаться вообще не стоит, а мы всегда будем рады организовать их отдых. Добро пожаловать в Чеченскую Республику. Дагмар, спасибо вам за столь познавательную и интересную беседу. Спасибо вам за то, что вы уделили нам ваше время. Вам спасибо за приглашение. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Адикеушу Маршайл.